Добрый день, уважаемые эксперты! Винокурова Юлиана, ученица 9 класса города Якутск, представляет работу «Пешие прогулки как способ поддержки двигательной активности в условиях пандемии». В этом году настигла пандемия COVID-19. На некоторое время всем пришлось изолироваться от внешней среды, тем самым вели малоподвижный образ жизни, который отрицательно сказывается на здоровье. Имея опыт участия в пеших походах, выдвинули гипотезу. При регулярных пеших прогулках, постепенном изменении уровня нагрузки, учете индивидуальных особенностей организма, соблюдении правил безопасных прогулок, пешие прогулки могут стать эффективным способом поддержки двигательной активности в условиях пандемии. Целью работы является обоснование эффективности пеших прогулок как один из способов поддержки двигательной активности в условиях пандемии. Для достижения цели рассмотрена сущность понятия «двигательная активность», определены положительные стороны пешей прогулки, составлены рекомендации по организации пеших прогулок в условиях пандемии. На слайде приведены показатели здоровья и физического развития по данным Всемирной организации здравоохранения, основные показатели двигательной активности. Нами проведено анкетирование участников клуба ЗОЖ, фитнес-центра Bodyline. Приняли участие 80 респондентов от 14 до 60 лет. В ходе выявлено, что у активных респондентов состояние системы организма выше, чем у неактивных на 52%, физическое состояние на 44%, психологическое состояние на 37%. При определении использовано авторское мобильное приложение Bodyline. Интересные данные у разработчиков спортивных часов Fitbit. Так, в начале пандемии активность упала от 7 до 38%. После месяца карантина наблюдается рост среднего количества шагов с тем же периодом прошлого года, что показывает ходьбу как один из актуальных способов поддержки двигательной активности. Также опрос показал, пешие прогулки пользуются популярностью как более безопасный и малозатратный вид двигательной активности. В слайде приведены положительные стороны пеших прогулок на основе работ гарвардских ученых. 30 минут ходьбы в день снижает риск развития депрессии на 40%. 3000 шагов в день снижает риск развития сахарного диабета, инфаркта, инсульта на 30%. 30 минут прогулки в день сжигает 300 калорий. 40 минут прогулки 3 раза в неделю улучшает память. За 2,5 года прошла 237 километров за 24 выхода, и с уверенностью могу сказать, что регулярные пешие прогулки обеспечивают здоровое физическое состояние, а также способствуют воспитанию выносливости и дисциплинированности. В приложении можете ознакомиться нами составленными рекомендациями для прогулок во время пандемии и для походов. Спасибо за внимание.